Поэтому сейчас проверим чужую сетку. Так, смотрим, никого нету. Никто нас не видит. Итак, доброе утро. Вот и начинается у нас второй день рыбалки. С утра я приехал к Иннокентию. И мы должны у него забрать кое-какие вещи. Вообще хочется сказать, что я рыбачу полностью по приглашению Иннокентия, потому что сети, снаряжение, оборудование, инвентарь, все его. Поэтому я в качестве просто помогающего, так сказать. Вот. Ну вот эти, правда, помог я ему привезти колышки. Ну эти черенки. Так, вчера мы погрузили сани. Вот так у нас получился. Постоянно вожу с собой портативный гараж. Здесь мы положили кучу якорей, грузов. Вот. Итак, подъехали ко вчерашнему месту. С той стороны смотрели, уже снегоходы ездили. Некоторые уже заехали на снегоходах. А вон там вручную толкают сани, оказывается. Вон там, посмотрите, люди толкают свои нарты от снегохода. Вон наша палатка виднеется. Сейчас будем таскать вещи, то есть груза. Вот местный ворон, охотник за добычей, ждет свою добычу. Вон едут рыбаки, подтягиваются потихоньку, один за одним. Итак, смотрите, некоторые экстремалы уже заехали на снегоходе, оказывается. Вот. Вон поставили свои снегоходы. Вот здесь они проехали. Вот, оттуда выехали. Наверное, завтра уже можно будет заезжать спокойно. Но на середину не рискнули поехать. Почему-то сани вручную толкают. Ну вот, в общем, друзья, я заехал на Ямахе. Жалко, что вы не видели этот мастер-класс. Сейчас поеду ребятам, помогу. Заодно поснимаю. Там тоже Ямаха. Тоже должна справиться. Посмотрите, покуда я смог заехать. Вот по такому тростнику заехал. Вот Ямаха Андрея Аркадьевича. Тоже эксплуатировалась каким-то блогером, видимо. Или Андрей Аркадьевич сам блогер? А? Что-то вчера поговаривал насчет Ютуба. Неужто блогер? Хаяхпыт, кабылы йохпыт. Аньян. Хая.
Нага оставар нергодик. Нага оставар харагодик. Так, сейчас будем помогать. Здесь система различных креплений. Так, сейчас я на опасный участок сразу перейду, потому что там вот опасно. Ну, я сам как бы ехал, поэтому знаю. Так, ну что, двинулись. Аркадьич поехал. Аккуратно. Провалился под воду. Ё-моё. Воды набрал маленько. Обалдеть. Herhalde ona bakalım. İki kayağız var. Bir heykeli. Поэтому очень опасно, друзья. Даже успел воды набрать. Провалился тоже одной ногой. Yeni kırdın bak da. Altını yiyecek. Так, ну что, Василий Григорьевич, как настрой сегодня? Настроение сегодня нормальное, рабочее. Ага. Думаем, что рыбу поймаем, поймается. Еще дополнительные сети ставить надо будет. Ну хорошо. А сетку будем проверять, которая вчера И, ставили? конечно, обязательно. Вот поперечный проверим сперва. Ну пошли. Тут настроение поднять. Хорошо. Так, сейчас идем проверять продольную сетку. Сетка не моя, чужая, Иннокентича. Поэтому сейчас проверим чужую сетку, друзья. Так, смотрим, никого нету, никто нас не видит. Аркадьич, вот это же вчера мы ставили сетку, это Иннокентича же, да, получается? Ага. Вот. То есть по сути это чужая же сетка, да? Как чужая? Наша? Ну, не наша, в смысле, ну, как бы не лично твоя, а Иннокентича, правильно? Правильно? Да, Яконова. Вот. Значит, это чужая сетка. Как Не ну, твоя если мы в одной команде? Ну, понятно, это все понятно, но я имею в виду, если в личном плане говорить, вот, в личном чужая сетка. Значит, сейчас мы проверяем чужую сетку с Аркадьичем. Мы проверяем с Аркадьичем сейчас чужую сетку. Давай посмотрим по сторонам. Нет никого. Нас никто не видит. Все, погнали.
Вырночную подработку ламберяри. Сами Накентич пришел, хозяин сетки. Поэтому чужую сетку проверить не получится. Итак, дорогие друзья, сейчас пробовали вытянуть один конец вчерашней сети. Что-то не получилось у нас. Четвером дергали, как репку, как из сказки репка. Василий Гаврилович предложил на буране подъехать. Ну что, пробуем еще раз на камеру все. Красиво, чтоб все. Я закрыл. Так, причину нашли, помнили. Вчера привязали веревку очень длинную. Ну, хозяин сам привязывал, поэтому виновников долго не будем искать. Вот. Скорее всего, подозрение, что веревка прилипла. Поднялась вверх по течению, ее прилепило ко льду. Либо к снегу. Обычно один человек может дернуть, вот, ну, вытянуть сетку. Ну, два человека максимум, но не 4 же. 4 человека не могут вытянуть. Снегом? Да, скорее всего. А это вот не битада была. Таки бы это логика рекальбатецкого. Так, в общем, решили стратегия. Сейчас попробовать поднять тот конец, посмотреть. Там потому что прилепляться нечему. Ну, пришли к выводу, что это снег накопился под водой и не дает сети подняться. Так, ребята тянут, жестко тянут. Тянут, потянут. Сейчас поможем. Ребятам. Так, сейчас тактика таковая, что пытаемся отпустить сетку, весь используя всю веревку парагона, чтобы она вот так выпрямилась и освободила ком снега, который там застрял. Так, вот подъехал снегоход. Сейчас попробуем дернуть аккуратно снегоходом, без фанатизма.
Ну вот столько вытянули, определили, что оказывается сетка где-то смерзлась со льдом. Здесь вот верхняя часть оторвалась от сети, держится только за нижнюю. Сетка вышла. Сейчас решили пешней долбить лед и искать место, где она прилипла. Атар костюме ведь так вот дары. Ладно, будут новости, включусь. Ну что, друзья, картина маслом. Рыбаки приехали, называется. Смотрите, сколько снегоходов, сколько людей на реке. Вот и начинается пути на Заполярье. Ряпушка. И они будут прибывать и прибывать с каждым часом все больше и больше. Ворон что-то держит, в зубах полетел. Так, в общем, обнаружили место, где застряла сетка. Пробили несколько прорубей. Шли по веревке сети. Веревка была натянута с двух сторон. С этой сеткой и с той. Соответственно, дошли до середины по веревке. Потом опустили этот конец в воду. Он весь ушел. Веревки везде пропали, кроме тех трех. Соответственно, там и есть зацеп. Вот и все. Сейчас пойдем тот участок обрабатывать. Не знаю, как будем обрабатывать, но предположение есть. Придется маленько поработать пешней. Полдня уже прошло, а мы тут все копошимся. Ну все, дорогие друзья, сетка благополучно вышла, но с потерями. Пришлось вырубить такую большую прорубь. Посмотрите, вот большая часть сетки, центр остался. Оказывается, он здесь вот был прилипший ко дну, и поэтому пришлось ее оторвать снегоходом. Вот. Вот сама сетка. Вот так ее сложили. Но главное, что хотя бы вытащили наплава и грузила. Вот. Сама сетка, конечно, уже порвана очень сильно, поэтому рихтовке не подлежит, только если сокращать или еще что-то делать. Так, сейчас быстренько растопим печку, чай попьем. Баскалахай. Проверяющий двигатель. Проверяющий тур. Итак, друзья, вчера ребята по-настоящему заценили качество моей печки. Очень понравилось всем то, что горит, долго держит тепло. Печка стошипонка большая, с экранами. Вот так вот выглядит. Это моя вторая печка после пошехонки средней. Отличный выбор. Сколько лет уже держится у меня. Столько лет уже работает.
Не подводит. Странно. Солярка не загорелась. От этих спичек. Печки есть на сайте клёвая-рыбалка.рф, друзья. Кому интересно, можете переходить, заказывать. Рекомендую. Проверено Якутией. Что не горит-то? Ха, маспык. Мой бабкин гитр. Так, сегодня Василий Гаврилович что-то вкусное принес. Это бабушка готовила, да? О, мы любим, когда бабушка готовит. Вот. Конечно. Каждый день. Так. Сейчас мы чайку попьем и выдвигаемся. Сегодня у нас на меню курица жареная. Так, хлеб. Сало. Сало, колбаса, сыр. В общем, все есть. Пирожки. Инструмент бах. Да, вот. У всех есть инструменты свои. У меня тоже где-то было. Вот, по-моему. Был джахтан такой, да? Итак, давайте начнем проверку. Сетку на ряпушку. Сегодня это наша первая сетка. Вот. Заметно, что рыба уже прибавилась побольше. Так, в общем, как разговаривали с головой. Информация по ряпушке еще неизвестна. В низовьях никто не знает, как там идет. Здесь уже начинает приближаться к массовому ходу. Готовимся к массовому приходу, да? В принципе, сегодня уже неплохо, лучше, чем вчера. О. Рыба, как хариус, тоже пахнет огурцами. На вкус тоже такая же, очень вкусная. Сегодня уже повеселее.
Что-то есть. Что-то было. Не, все. Барыра маны кадда. А? Кадда барыра. Ну вот, посмотрите. Вот такой результат. Сейчас посчитаем, сколько здесь рыбы. И посмотрим. Вот, посмотрите, рядом вот стоит рыбаки и рыбачат. У них рыбы в раза 2 меньше, чем у нас. Если не больше, не в 3. Так. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 23, 28, 30, 30, 40, 45, 50 штук, друзья. Ровно 50 штук попалось на одну сетку такой чудесной рыбы. Так, сейчас идем в следующую сетку сразу. Процесс проходит очень быстро. Сбора. Следующая сетка стоит буквально в 20 метрах от нас. Закрылся.
Рыба. Так, на той сетке уже 50 тоже, 52. Каждым днем все больше и больше рыбы. Короче, мы определили с Иннокентичем, что рыба крутится здесь, да? И нам нужно сейчас начинать места уже вот в этом месте. Точечно бомбить надо. Побольше сеток сюда втыкать надо, чтобы люди остальные не подтягивались к нам ближе. Потому что, смотрите, вот со всех сторон начинают оккупировать нас. Вон, все ближе и ближе новые люди подходят. И сейчас вот все будут узнавать друг друга, где сколько ловится. И рядом, у которых мало ловится, начнут все сюда вот перетаскиваться ближе к нам. Да, Иннокентич? Ну. Вот поэтому, чтобы исключить такое, мы сейчас будем там это ставить. Место забивать. Место забивать. Оставить эти дел. А я думаю, что такая тяжелая, оказывается, тряпичная. Так, выбрал вот такое вот место, чисто, просто интуитивно пришел, вот здесь вот будем долбить. Здесь вот 50, по-моему, было, там 50, здесь нет, 35, 50, 50. Здесь должно быть нормально. Ну что же, световой день на севере заканчивается. Сейчас, наверное, время где-то 4 часа дня. Вот, посмотрите высоту тороса. Вот, здесь высокий, еще выше даже, чем этот местами. Я сейчас вот подойду, чтобы вам было видно. Ну, я 1,80 м. Сейчас я еще метр, наверное, выше. Тут шапка прибавляется. Сапоги и так далее. Такая высота тороса, выше меня. Вот. Кстати, друзья, про сапоги. Каблан, титан. Сегодня в них провалился в воду. Вот, набрал воды. Вы знаете, хожу весь день в одной ноге с водой. Но она уже такая пропиталась. В принципе, нормально. Питание выдержали. Сегодня 24-25 градусов. Небольшой ветерок. Вот. Поэтому ссылка на сапоги. Ну и, конечно же, на костюм Арктика от ХСН в описании под роликом. Переходите, смотрите. Сейчас вот сетку устанавливали. Посмотрите. Почистил, а там лежит снег. Сейчас буду чистить. Снег, не знаю сколько, глубина. Посмотрим. О, лопата воткнулась. Смотрите, лопата такая, она стоит. Бар.
Мананеха. Все, поставили сетки. Много поставили сетки. Всё. Сколько не скажу, конечно, секрет, но достаточно поставили. Сколько нам хватить должно покушать и людей угостить. Все тоже не надо рассказывать. Лишняя информация. Так, происходит дележка рыбы. Василий Гаврилович сегодня второй день делит. Как-то получается. Не, сегодня уже побольше рыбы. Вчера на троих было поделено. Сегодня на сколько делит, интересно. Так. Вот. Рыба всем достанется, поэтому Василий Гаврилович делит. Андрей Аркадьевич тоже там кому-то делит. Все делят рыбу. Аркадьевич, ты тоже делишь, да, кому-то? Вот. Так. Главное кучки делать. А там разберемся. Василий Гаврилович, ну как у тебя ощущения? Сколько сегодня вообще поймалось? Чего, как думаешь? Твои предположения? Ну, сегодня эта рыбалка более нормальная для этого года. Ага. Только начинает прибавляться. Мы надеемся, еще прибавится. Думаю, только подходит рыбам. Ну, это бывает, что обратно идет рыба, до нас не доходит. Ну и надеемся, это до нас дойдет. Мы, наверное, свою долю возьмем. Ага. Ну хорошо, хорошо. Так, ну, ага. Бедный. Ага. Давай, По 50 штук. Он мовит. Он бести. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся на этой счастливой ноте. Ждите новые выпуски. Завтра будет новая проверка сеток, поэтому всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки, делитесь с друзьями.